На военном полигоне в подмосковном Алабино судейская комиссия накануне определила 12 стран-участниц полуфинальных эстафет конкурса «Танковый биатлон». Сегодня выступят команды Азербайджана, Китая, Ирана и Кыргызстана, среди которых определяются участники финальной эстафеты, которая состоится в день закрытия игр 11 августа. Напомним, конкурс «Танковый биатлон» проходит в Московской области на полигоне Алабино с 29 июля по 12 августа. Это одно из самых зрелищных состязаний армейских игр. В них принимают участие военнослужащие из более чем 30 стран. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. своих
Бургас и подтверждение преодоления первого круга. Свою команду к завершению. Определили часть первого круга право 50 Станкер после выполнения боевой режима 12 завершения прохождения.
Добрый день, уважаемые телезрители телеканала «Якутия-24». Приносим свои извинения за небольшие неполадки. Сейчас в прямом эфире зрители нашего телеканала могут наблюдать за полуфиналами танкового биатлона, которые проходят в рамках международных армейских игр. Соревнования проводятся на полигоне Алабино в Московской области. Танковые экипажи состязаются в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном. Ну, это для информации для тех, кто не знает, что это такое и, может быть, впервые видит вообще в принципе. Все военнослужащие в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодоление водных препятствий, также демонстрируют нормативные показатели в боевой технике. Ну, мы, собственно, можем наблюдать, как военные танки, представляющие разные государства, проходят свои этапы. Ну, если говорить про регламент соревнований, то в составе каждой команды входит начальник, 4 экипажа танка, в том числе 1 запасной, 2 тренера и техническое обеспечение из 6 человек. Ну, для тех, кто в технике разбирается, они уже, наверное, смогли увидеть и понять, что все экипажи соревнуются на танках Т-72. Вообще, в принципе, как я уже сказал, сейчас проходит полуфинальная стадия соревнований. Танковый биатлон на международных армейских играх разделен на 3 этапа. Первый этап представляет собой индивидуальную гонку, в которой принимают участие все команды. От каждой участвуют по 3 экипажа, каждый на своем танке. Старт не одновременный, с интервалом в 1-2 минуты. На маршруте находятся по 4 танка. Каждый экипаж должен пройти по 3 круга протяженностью 3-5 километров и выполнить по 3 вида стрельбы. На первом круге стрельба выполняется из пушки 3 штатными артиллерийскими выстрелами по 3 мишеням. Ну, мишени представляют из себя тоже танки. Она имитирует танк противника во фронтальной проекции, и мишень устанавливают на уровне земли. Ее высота составляет 2 метра 37 сантиметров, а ширина 3,5 метра. Удаление от мишени от 1600 до 1800 метров. На втором круге выполняется стрельба из зенитного пулемета по мишени, которая называется вертолет. Ну, само слово говорит о том, что это имитация вертолета противника, ну, так же, как и, собственно, танк во фронтальной проекции. Мишень появляется на высоте 12 метров, ее высота составляет 3,2 метра, а ширина 3 метра 80 сантиметров. Удаление от мишени уже меньше, чем в мишени танк. Мишень вертолет находится от 800 до 1000 метров. Ну а на третьем круге экипажу необходимо поразить из спаренного пулемета мишень РПГ, имитирующую расчет ручного противотанкового гранатомета противника, изготовленный к ведению огня. Эта мишень устанавливается на уровне земли, ее высота и ширина составляет 85 сантиметров, и удаление, ну, понятное дело, мишень меньше, и, соответственно, расстояние до мишени еще меньше, чем в танке и вертолете, то есть до РПГ от 600 до 800 метров. При прохождении круга экипажам придется преодолеть 10 препятствий, участок заграждений и маневрирования. Еще есть также препятствия брод, колейный проход в мини-взрывном заграждении, потом препятствие курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста, гребенка, эскарп и косогор. Результат заезда танкового экипажа складывается из общего времени за прохождение дистанции и начисленного количества штрафных баллов. 12 команд конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, вышли в этот полуфинал этапа эстафета. На втором этапе участвуют по 3 танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа. Старт одновременный. На маршруте находятся 4 танка. Каждый экипаж проходит 4 круга, также по 3-5 километров, преодолевая препятствия и поражая цели на 3 огневых рубежах.
Стрельба ведется из танковой пушки сходу, а из спаренного и зенитного пулеметов стрельба ведется с места. Последовательность выполнения стрельб при прохождении эстафетной дистанции осуществляется по одному из 4 установленных жеребием вариантов. Вот мы видим, как экипаж проходит очередное препятствие. Ну и в финальной эстафете участвуют 4 команды. Призеры в номинациях определяются по результатам всех этапов конкурса. Результаты на каждом этапе отражаются в рейтинговой таблице. Место команды в рейтинговой таблице в каждом этапе соответствует количеству набранных баллов. А победитель в номинации определяется на основании высшего балла по результатам всех этапов. Ну, как мы видим, экипажи со всех стран уже на дистанции, проходят препятствия. Команда-победитель конкурса определяется судейской комиссией по сумме результатов всех 4 этапов, которые я озвучил, набрав наибольшее количество баллов за занятые места на соответствующих этапах с учетом коэффициента значимости, ну или как в биатлоне там бывает сложности. Ну и понятно, если экипаж на дистанции не совершил никаких нарушений правил, соответственно, это тоже является определенной частью при выявлении победителя. Все мы знаем, что танковый биатлон зародился в России, набирает определенную популярность. Собственно, мы можем наблюдать людей на трибунах. Конечно, до классического зимнего вида спорта биатлону танковому еще далековато, но тем не менее трансляции также пользуются определенной популярностью среди, ну, в основном, конечно, это мужчины. Вот, ну, думаю, пройдет определенное время, и танковый биатлон, так же, как и зимний вид спорта, биатлон будет тоже востребован. Вот. И, ну, если коснуться истории, то по традиции, ну, не по традиции, наверное, а уж так сложилось, что первое место с самого зарождения этого вида соревнований завоевывает традиционно сборная нашей страны, сборная Российской Федерации. Ну, как я говорил, сборная России всегда на первых строчках. Если поднять вообще рейтинг этих соревнований, которые проходят на полигоне Валабино, то уже есть определенный рейтинг, и на первом месте это Российская Федерация. Вторую строчку в этом рейтинге занимает Китай, третью Беларусь, ну и далее по списку это Казахстан, Азербайджан, Сербия, Монголия, Иран, Армения, Индия, Киргизия. И замыкает 12-ю строчку рейтинга Венесуэла. Главный судья на этих соревнованиях генерал-майор Роман Бенюков. В одном из своих выступлений он отметил, что большинство участников танкового биатлона в этом году демонстрируют хорошие навыки в стрельбе. Ну, то есть, если первые годы соревнований были определенные трудности, ну, поскольку соревнования вообще в принципе проводились впервые, то сейчас каждая страна уже подтягивается к лидеру рейтинга, то есть это к составу сборной России. Я уже до этого озвучивал информацию о том, по каким мишеням стреляют участники. Это у нас вертолет, это танк и РПГ.
И есть уже определенная статистика, которая говорит о том, что особенно хорошо поражают участники соревнований, поражают мишень танк. По этой мишени стрельба ведется инертным кумулятивным снарядом. В 9, 10, 11 заездах 9 из 10 команд блестяще справились с этой огневой задачей. Ну, то есть, сами понимаете, показатель такой, что уже большинство справляются с поставленными на рубежах задачами. При этом, кстати, вот если говорить про выполненных задачах, вот в мишенях танк, Россия, Иран, Сербия, Армения и Мьянма поразили все 3 мишени, которые поднимаются на различных дистанциях. В прежние годы на танковом биатлоне такое поражение всех 3 мишеней случалось довольно-таки редко. Это говорит о том, что уровень команд действительно с каждым годом растет, и сборные стран готовятся к танковому биатлону не случайным образом, а целенаправленно, повышая свое военное мастерство. Я еще раз напомню, что в финальной эстафете участвуют 4 команды. А вообще, в принципе, на армейские игры, на международные армейские игры, которые проходят в Московской области, прибыло почти 200 команд из 30 стран. Эти данные приводят в Министерстве обороны Российской Федерации. Соревнования уже преодолели так называемый экватор. Старт был дан 28 июля и завершатся международные армейские игры 11 августа. В программе соревнований 28 дисциплин. И вот танковый биатлон, который мы сейчас можем наблюдать, проходит в Московской области. А вообще разные виды соревнований проводятся в 7 странах. То есть можно смело сказать, что международные военные армейские игры являются такой мировой объединяющей военной программой. Во время открытия, я напомню, гостей и участников соревнований приветствовал президент России Владимир Путин. Игры проводятся уже в 4-й раз, и глава государства в своем выступлении также отметил, могу его процитировать: «Важно, что эти масштабные зрелищные соревнования становятся хорошей традицией». Но действительно, традиция сложилась хорошая, и нарастающее количество стран-участниц говорит об отдельном интересе в этих странах к этим международным соревнованиям. Если говорить про географию, то представлены страны из Европы, Азии, Африки. Также принимают участие команды из Центральной и Латинской Америки. Ну а самые большие составы прибыли из Китая, Ирана, Казахстана и Белоруссии. Ну, к слову сказать, вот эти последние 4 команды, они принимают участие с первых соревнований, которые были 4 года, старт которым был дан 4 года назад. Я еще раз напомню для зрителей телеканала «Якутия-24», что мы следим за ходом полуфинальных соревнований по танковому биатлону, которые проходят на полигоне Алабино в Московской области. Это одна из дисциплин международных армейских игр. Ну и как подсказывает мне редактор трансляции, сегодня же стартовал финальный этап конкурса «Уверенный прием» в рамках армейских игр.
Финал проходит в Казахстане. В состязаниях принимают участие военнослужащие 3 стран. И участникам предстоит решить целый комплекс задач. В первую очередь по прокладке полевого кабеля, передаче цифровых радиограмм и настройке телефонной и телеграфной радиосвязи. Базовые для связистов навыки сочетаются с выполнением упражнений стрельб и преодолением препятствий на маршруте протяженностью порядка 2 километров. Участники конкурса уже расшифровали радиограммы, которые принимали на слух. Радиограммы передавались в коде Морзе по 20 и более зашифрованных комбинаций, которые участники безошибочно принимали за ограниченное время. Ну, как безошибочно? Понятно, что они принимали, конечно, ошибки совершаются, собственно, за этим строго следят судейские команды. Вот, поэтому... Вот любопытный момент один. Лидирует на данном этапе уверенные приемы команда из Казахстана. На 2-м месте связисты из Беларуси. 3-е место у представителей Китая. Но это пока текущее состояние. А финалы в эти минуты проходят в Казахстане. Ну, как я уже говорил, армейские игры проходят в 7 странах. Всего в соревнованиях принимают участие представители из 30 государств. Игры набирают все большую популярность. И 11 августа состоится торжественная церемония закрытия игр. Ну, я напомню, что последние полчаса мы наблюдали за ходом полуфиналов танкового биатлона, который проходит в России, в Московской области. Всего в полуфинал прошли 12 стран. Об итогах, о тех командах, которые прошли финальную стадию соревнований, мы сообщим в эфире информационных выпусков нашего телеканала. И сейчас мы прерываем нашу трансляцию. Следите за выпуском новостей и узнаете, кто же пробился в финальную стадию танкового биатлона международных армейских игр. Спасибо, удачи вам!